контексте упомянутых российско-азербайджанских отношений хотела бы сказать, что, честно говоря, с недоумением восприняли высказывания, которые были сделаны по линии пресс-службы МИД Азербайджана. В частности, были опубликованы в одном из агентств местных по поводу решения Верховного суда Российской Федерации о ликвидации общероссийской общественной организации Всероссийский азербайджанский конгресс. Это было сделано из-за многочисленных нарушений федерального законодательства. Мы обратили внимание на выступление представителя МИД Азербайджана по поводу российской внутренней политики. Звучали слова о балансе межнациональных отношений, концепции реформы, перспектив межкультурного диалога в нашей стране. Мы полагаем такие заявления неуместными. Оценка решения российского суда в отношении российской общественной организации как недружественного шага в отношении Азербайджана как-то выглядит вообще в принципе странно. И, конечно, прискорбно, что внешнеполитическое ведомство Азербайджана опять использует опубликованные в ряде СМИ версии и озвучивает, тем более их публично, о неком армянском следе. Мы не нуждаемся в каких-то таких сомнительных советах относительно того, как нам выстраивать межэтнические отношения в своей собственной стране. Россия – многонациональное демократическое государство. Права каждого обеспечиваются и защищаются вне зависимости от его национальности. У нас созданы все условия для самоорганизации полноценной деятельности культурно-национальных общественных объединений. В частности, интересы российских граждан азербайджанской национальности представляют свыше 260 некоммерческих организаций. На федеральном уровне успешно работают Азербайджанское молодежное объединение России, Союз азербайджанских организаций России, Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России, Всемирный азербайджанский культурный фонд. Еще раз подчеркиваю, я перечислила те организации, которые работают на федеральном уровне. В России дорожат стратегическим партнерством с Азербайджаном. Курс на всемирное укрепление которого определен главами двух государств. Мы убеждены, что процитированные мною высказывания, возможно, не вполне продуманные, не нанесут ущерба российско-азербайджанским отношениям. Также